Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. На пути к сотрудничеству, миру и процветанию завершился Восточный экономический форум. Расскажем об итогах. Пришла осень, а с ней сезонные вирусные заболевания. Пора задуматься о профилактических мерах. Тот, кто играет главную роль в становлении личности. В последние годы молодые люди все чаще связывают свою жизнь с профессией педагога. Легенда спорта из маленького села. Состоялась презентация книги «Легендарный Анатолий Афанасьев». На прилавках все лучшее с разных районов республики. В Якутске стартовала выставка-ярмарка продовольствия-2023. Инаугурация главы Якутии пройдет 27 сентября. Традиционно, не мной это заложено, но после сентябрьских выборов вступление в должность всегда приходится на 27 сентября, День государственности нашей республики. Раз в 5 лет это все совпадает, сказал Айсен Николаев. Напомним, по итогам трехдневного голосования Айсен Николаев избран главой Якутии на второй срок. За действующего руководителя региона проголосовали 75,77% избирателей. Явка составила 48,41%. В голосовании участвовали 314 917 человек. На северо-востоке Евразии. Одной важной для обсуждения темой на полях ВЭФ стало развитие туризма на Дальнем Востоке. Спикеры затронули вопросы организации межрегиональных маршрутов, финансирования проектов устойчивого развития, реализации проектов промышленного и экотуризма, подготовки кадров для отрасли и перспективы туристического сотрудничества России и Китая. Напомню, в Якутии поддержали 22 инициативы бизнеса по развитию туристической инфраструктуры. Так, в рамках софинансирования были поддержаны проекты по созданию аудиогидов, расширению туристических баз, функционированию бассейнов и приобретению туристического оборудования. Поддержан также проект по созданию этнобалагана и открытию семейной мини-фермы с досугово-развлекательным центром в Горном районе. На деловой программе были подписаны ряд соглашений, которые дополнительно стимулируют туризм как индустрию и строительство гостиницы «Гринфлоу» в кластере Лена Хангласского района. Мы и дальше продолжаем привлекать туристов соседних регионов. По итогам прошлого Восточного экономического форума было подписано более 5 соглашений с регионами, что позволило нам привлечь туристов соседних регионов. И по итогам 2023 года мы уже видим наплыв предпринимателей. Но развитие Дальнего Востока невозможно представить без развития IT. Якутия, как лидер в этой сфере в макрорегионе, представила на полях ВЭФ свои лучшие практики и заключила ряд новых соглашений. В их числе развитие искусственного интеллекта, внедрение цифровизации, а также открытие IT-центров в подшефном городе Кировское в ДНР. При этом работу Якутии в развитии креативных индустрий отмечают на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания поручил масштабировать практики Якутии на всю страну. Этого сейчас уже невозможно. Это теперь не медицина, не строительство. Без IT это сквозная такая отрасль, которая проникает во все отрасли. Поэтому надо смотреть чуть шире. Это не только чисто программирование, да, это вот и дизайн, там, и, еще раз говорю, медицина, все, что хотите. Поэтому классно, что Якутия приносит пользу не только себе уже, а всей стране. Мы делимся и сами тоже растем на этом. На самом деле тоже говорят, зачем вы это делаете. На самом деле это обогащает нашу команду, потому что мы ездим во все субъекты, мы учимся друг у друга, они у нас, мы у них. И страна становится сильнее, а мы лучше. К другим темам. Почти 99% от плана выполнено по кормозаготовке. На 14 сентября заготовлено 453 704 тонны сена. Работа по заготовке в республике продолжается. В Улусах на отдаленных участках работают мобильные бригады. Муниципальным районам рекомендовано усилить работу по выполнению плановых показателей заготовки кормов путем сенокошения всех отдаленных свободных сенокосных угодий. Заготовка грубых кормов, объем заготовки сегодня составил свыше 453 тысяч тонн. Мы выполнили 99% от годового плана. Это хороший показатель. Если сравнивать с прошлым годом, в прошлом году у нас было чуть меньше 400 тысяч тонн. Тем не менее, мы зимовку перешли в нормальных условиях в прошлом году, поэтому
Для хорошей зимовки у нас грубые корма сегодня считаем, что имеется. В 8 муниципальных районах и в городе Якутске план перевыполнен. Движение транспорта по улице 50 лет Советской Армии временно ограничат в столице республики в связи с проведением плановых работ по замене газопровода высокого давления и в целях обеспечения безопасности дорожного движения. С 18 по 22 сентября маршрутные автобусы номер 1, номер 6, номер 15, номер 19, номер 35 и 111 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда. Нерюнгринская транспортная прокуратура подала иск на РЖД из-за угрозы безопасности движения поездов. Предварительно была проведена проверка, которая выявила опасные нарушения в сфере обеспечения безопасности движения поездов. А именно на 46 участках железнодорожной магистрали с непрочным скальным грунтом отсутствуют средства защиты движущихся поездов от оползней и обвалов. Это такие перегоны, как Могот-Рихардзорге, Якутский Нагорная, Нагорная Аям, Беркакит-Нерюнгри и Золотинка-Окурдан. Суд, рассмотревший иск, удовлетворил требования Нерюнгринской транспортной прокуратуры в полном объеме. В целях устранения нарушений транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к акционерному обществу «Российские железные дороги» о возложении обязанности оборудовать указанные участки дороги конструкциями сетчатых покрытий, заборов из кольчужных сеток и иными сооружениями для обеспечения защиты железнодорожного пути от воздействия оползней, осыпей и других опасных природных явлений. Центральный районный суд города Хабаровска требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Пришла осень, а с ней сезонные вирусные заболевания. Пора задуматься о профилактических мерах. Медицинский осмотр, а также дополнительные методы обследования можно пройти в рамках плановой диспансеризации. Что в нее входит, как пройти, узнаем в следующем сюжете. Некоторые хронические заболевания страшны тем, что развиваются незаметно. Симптомы проявляются уже на запущенной стадии. По этой причине важно не пропускать полный медосмотр, что поможет своевременно выявить состояние, заболевания и факторы риска их развития, как, например, неправильное питание, вредные привычки и так далее. В диспансеризацию входит анкетирование, расчет антропометрии, общий анализ крови, определение холестерина, глюкозы, онкоцитология у женщин, осмотр акушера, ЭКГ, ФЛГ, измерение внутриглазного давления 40 лет, определение сердечно-сосудистого риска, по возрастам определение кала на скрытую кровь, маммография 40 лет, определение ПСА, анализ. Якутская городская больница номер 3 очень серьезно относится к проведению диспансеризации. Колл-центр поликлиники в обязательном порядке напоминает прикрепленным пациентам о ее прохождении. Ты же не знаешь, чем болеешь или что, а здесь анализы сдаешь. Во-вторых, не ходить в очередь, стоять. Здесь пришла, обследовали все. И все. Так нормально, хорошо. Я каждый раз все время, как вызывают, я прохожу. Потому что все время здоровье, здоровье. Конечно, лучше здоровье-то. Еще жить хочу. Диспансеризация проводится один раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно в возрасте 40 и старше. Врачи настоятельно рекомендуют после 40 не пропускать плановые медосмотры, поскольку возрастает риск возникновения злокачественных заболеваний. Пройти диспансеризацию можно бесплатно по полису ОМС, записавшись на прием через регистратуру медучреждения, либо через портал госуслуги. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Якутск. Все для здоровья людей. В городе Покровске Хангаласского улуса обновили первый этаж поликлиники и внедрили проект «Доступная поликлиника». Подробности далее. Поликлиника города Покровска состоит из 3 этажей. Это приспособленное здание, которое строили под гостиницу. С этого года начался процесс обновления медицинского учреждения. Решили начать с 1-го этажа. Помимо косметического ремонта удалось также наладить маршрутизацию посетителей поликлиники. Несколько кабинетов, находившихся на верхних этажах, переместили на 1-й этаж. Есть такое понятие, значит, профилактический осмотр. То есть на профилактический осмотр приходит здоровый человек, условно здоровый человек, чтобы проверить свое состояние здоровья. Вот раньше такой человек поднимался и на 2-й этаж, и на 3-й, потому что забор крови мог оказаться на 3-м этаже, осмотр, значит, терапевта на 1-м этаже, а кардиограмму, значит, на 2-м этаже. И вот он бегал по этажам. Это вот как бы очень осложняло его маршрутизацию. Мы все профилактические осмотры
все кабинеты спустили на первый этаж. Помимо этого, на первом этаже поликлиники появился новый кабинет неотложной помощи. Здесь можно получить медицинскую помощь в случае острой болезни или травмы. Это те экстренные случаи или острые состояния. И чтобы быстрее, экстренно оказать эту помощь, не надо бегать по всем этажам. Человек приходит, ему сразу в кабинете на первом этаже это все делают. Это острое состояние сердца, инфаркт, инсульт или что-то другое. Также ушло в прошлое такое понятие, как живая очередь в регистратуру и бумажные амбулаторные карты. Теперь записаться к врачам можно через госуслуги, колл-центр или специальный терминал, который установили в поликлинике. Необходимо внести данные своего страхового полиса, и терминал покажет вам доступные для записи часы к тому или иному специалисту. И если сравнить то, что сейчас, и то, что было, это, конечно, большая разница. И если раньше это было какое-то казенное такое здание, то сейчас это здание, которое уже настраивает совершенно на другой лад, и оно тоже будет помогать оздоровлению наших людей. Обновление поликлиники продолжится, и в следующем году в рамках нацпроекта здравоохранения будут отремонтированы 2-й и 3-й этаж медицинского учреждения. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. С каждым годом в школу приходит все больше молодых специалистов, готовых связать свою жизнь с профессией педагога. В преддверии Дня учителя наша съемочная группа побывала в школе номер 10 города Якутска и встретилась с молодыми специалистами. Арина Григорьева работает учителем всего 2 недели. К этой профессии девушка шла с 8 класса, и ее в этом решении поддержали родители. Малыши с 1 по 5 класс с азартом и благодарностью принимают новые знания, а сама педагог признается, что самое ценное в уроках – это реакция детей. Очень интересно. Дети все очень творческие, раскрепощенные, отвечают на вопросы, выражают свое мнение. Очень интересные ответы у них всегда. Я на уроках стараюсь с детьми поменьше писать. Мы больше общаемся, обсуждаем музыку, поем, играем музыкальные игры. Учитель – это очень важная профессия, потому что мы, получается, создаем наше будущее. Дети – это наше будущее. Мы обучаем их нравственности, не только даем им какие-то общие основные знания, но при этом учим их, как существовать в обществе и что сделать, чтобы наше будущее было светлым. Виктория Бурдакова тоже мечтала стать учителем с раннего детства. Главным примером для нее всегда была и есть ее мама. Девушка признается, что не представляет себя в какой-то другой профессии. И уже 3-й учебный год Виктория Вячеславовна учит великому и могучему своих любимых учеников и ни минуты не жалеет о своем выборе. В работе с детьми мне очень нравится их отдача эмоциональная. Мне очень нравятся их горящие глазки, когда они понимают новую тему, когда они ее усваивают, когда я доношу до них то, что я хочу преподнести им. Это самое главное. Если не любить эту профессию, если не любить детей, то смысла в этом нет. Я люблю свою работу, я люблю детей, я люблю с ними работать, я люблю давать им знания. Ну а самые благодарные слушатели – это, конечно, ученики. Если честно, да. Они милые, добрые, красивые, с ними правда приятно учиться, весело тоже. И интересно, мне очень нравится. В стране уделяется особое внимание престижу профессии педагога. Для молодых специалистов создаются жилищные условия, предлагаются различные программы, такие как «Земский учитель» или «Учитель Арктики». И, как показала практика, это работает. С каждым годом в школы приходит все больше молодых специалистов, готовых связать свою жизнь с этой благородной профессией. Мария Кардашевская, Виктор Дьячковский, Якутск. А вот студент – это еще ничего, но из которого может выйти все. На стадионе «Юность» прошел фестиваль студенческой молодежи в Ливайсе, посвященный первокурсникам. На мероприятии собралось более 2000 студентов и 62 общественные организации, творческие кружки, спортивные секции. Далее о ходе мероприятия расскажет Тимур Колмогоров. Студент студенту, друг и товарищ. Здесь, на стадионе «Юность», собралось множество общественных организаций и творческих кружков, широко открывшие свои двери в новый мир всем первокурсникам.
Культура, спорт и общественные организации. Фестиваль «Вливайся» имеет важное значение для всех желающих студентов. Университет дает большие возможности реализоваться. Вступив в кружки, секции и студенческие организации, ребята начинают свою активную студенческую жизнь. Наша организация называется «Народный ансамбль танцы Сити». То есть это ансамбль, мы танцуем народные танцы, также современные тоже танцуем. Об этом коллективе я узнала уже на первом курсе. У меня были там знакомые, и я смотрела там в социальных сетях, и мне стало интересно. Я вообще занималась раньше танцами тоже в школе, и вот тоже захотелось возобновить танцы, поэтому вступила. Каждый студент выбирает для себя то направление, которое ему близко по духу. Владимир Дмитриев является бойцом российских студенческих отрядов и уже 5 лет работает вожатым. Сам являюсь участником, бойцом российских студенческих отрядов. Кратко говоря, про российские студенческие отряды – это самая большая молодежная организация в России. С этим движением лучше справляешься со всеми проблемами и получаешь необходимый опыт, который нужен в дальнейшей жизни. Уметь выразить свои таланты и умения помогают различные кружки, секции и организации. И сегодня студенты Северо-Восточного университета имели возможность найти для себя подходящее направление, чтобы влиться в студенческую жизнь и раскрыть свои таланты. Тимур Калмогоров, Иван Сорокаумов, Якутск. Состоялась презентация книги «Легендарный Анатолий Афанасьев». Автором выступила Дарья Яковлева, старшая дочь тренера Анатолия Ивановича. Анатолий Афанасьев является заслуженным тренером Российской Федерации по кикбоксингу, который воспитал многих заслуженных мастеров спорта России, Европы и мира. Анатолий Афанасьев по образованию учитель музыки. Будучи учителем, он стал тренером сначала по вольной борьбе, затем по боксу, кикбоксингу и везде добился огромных результатов. Также он был участником ансамбля «Чурон». В книге описана история становления человека из маленького села, ставшего великим тренером. Книга очень интересная, чуть-чуть не похожая на обычные книги воспоминаний. У нас действительно идет как полноценная увлекательная повесть. У нашего отца была очень яркая, интересная жизнь. Продаваться будет в книжных магазинах и так далее. Сдали также в библиотеке как обязательные экземпляры. Думаем, это будет очень интересно. Даже, я бы сказала, интересно будет педагогам и тренерам, так как я полностью раскрыла там его методику тренерскую. Это очень интересно. И думаю, судьба, жизнь его очень поучительна для молодого поколения. Станция юных натуралистов Ленска отметила 50-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло накануне вечером. Подробнее о празднестве расскажут наши коллеги. В этот торжественный день работников станции юных натуралистов пришли поздравить многие. В основном, конечно, те, кто непосредственно связан с учреждением. В своих выступлениях гости отмечали значимость станции в воспитании детей, желали дальнейшего развития такого же бурного, как сейчас, а также дарили средства на воплощение всех задуманных идей. Хочу пожелать только процветания, здоровья, удачи во всех начинаниях. Отношения материально-технические важны, 100 тысяч рублей сертификат. После официальной части состоялся небольшой концерт, а затем гостям было предложено пройти на экскурсию. Сначала они посетили столярную мастерскую у папы Карла, которая была открыта в прошлом году. Хочу представить нашу работу скворечник и хотим попросить, чтобы вы повешали. После заместитель главы района Прокопий Петров повесил первый скворечник, сделанный руками ребят в столярной мастерской перед входом в учреждение. Мы достанем до туда. Опа! Затем гости прошли в живой уголок, где ознакомились с обитателями станции юных натуралистов и покормили их. Живой уголок мне очень понравилось. Новые живности, очень красивые клетки, ну и новые черепахи, дальневосточные, рыбки такие красивые. Сегодня станция юных натуралистов очень востребована среди детей. Здесь постоянно открываются новые творческие объединения. Так, в этом году был открыт кружок ландшафтного дизайна, школа выживания и квадрокоптинг. В каждом направлении детки занимаются где-то, полная ставка – это 60 детей разновозрастных. Конкретно мой кружок – это занимательная экология. То есть все о животных, о растениях. Большую часть времени мы уделяем краснокнижным животным.
Я занимаюсь детками не только здесь, я также взаимодействую с детскими садами, такие как «Белочка» и «Сказка». То есть начинаю взращивать детей уже с дошкольного возраста, которые после подготовительной группы переходят уже в 1 классе ко мне на занятия. В этом году в учреждении проведен небольшой ремонт. Живой уголок переехал в отдельное помещение. У нас появился новый живой уголок, который находится за пределами здания, где проходит учебный процесс. Мы проводим экскурсии для детских садов, для школ, для начального звена, старшего. В летний период совместно с Ленским комитетом охраны природы станция юных натуралистов организует историко-краеведческие и эколого-биологические экспедиции. В это же время на территории учреждения работают трудовые бригады. Они занимаются огородом, выращивают растения и корм для животных и получают за свой труд достойную заработную плату. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На Комсомольской площади города Якутска стартовала республиканская выставка-ярмарка продовольствия-2023. Свои товары представляют более 100 производителей, фермеров и поставщиков со всех районов Якутии, а также республиканские агрошколы. Подробнее о ярмарке расскажет Марферина Алексеева. Одно из главных событий осени – выставка «Ярмарка продовольствия». В этом году мероприятие предстало в новом формате. Так, помимо продаж и выставок, ярмарка будет включать мастер-классы, дегустации, демонстрации новых продуктов, выставки и даже концертные программы. На прилавках выставлена самая свежая продукция. Это парное мясо. Специально для ярмарки забой молодняка произведен на днях. Средняя цена – 850 рублей. Северная рыба последнего улова – чир – 500 рублей, омуль – 470, ряпушка и караси – 350, нельма – 1200 рублей за килограмм. Сливочное деревенское масло – 1000 рублей. В целом посетители очень оценили ассортимент и цены продукции. Можно здесь выгоднее все взять, более-менее, чем в магазинах. Бывает все старое, такая рыба, все, а тут все свежее. Очень понравилось. Все свежее, много всего. Местное, оно всегда лучше. Оно ближе к себе. И надо продвигать и выводить все это на новый уровень. Ну, что я купила? Я купила тушку индюка, купила печень говяжью и капусту квашеную из агрошколы Чарапча. Дети уже с малолетства растут трудолюбивыми. Они никогда и нигде не пропадут, потому что они будут уметь все. И ведь действительно агрошколы ничуть не уступали ассортименту и производству предприятия. К примеру, Тулагинская школа привезла на продажу окорочку, полуфабрикаты и молочную продукцию. Более 200 учащихся от 14 лет трудоустроены в школе и трудятся за заработную плату. Получается, уже привыкают к финансовой грамотности, они уже сами тратят свои же личные заработанные деньги, они не просят у родителей и спокойно себя к школе одеть, и не только в школу, просто на карманные расходы и все такое прочее, на все хватает. Со слов ребят, зарплата – это отличный бонус, но самое главное – это физический труд и, конечно же, экологически чистый продукт. Для чего это нужно? Это для того, чтобы все стояло на высшем уровне, чтобы все было экологично, чтобы продукция была только экологичная, без никаких добавок, без ничего этого. Мне что это дало? К чему-то, что во взрослой жизни я уже буду к всему этому готов. Не буду ни в чем не нуждаться, ни в какой помощи. Я уже буду готов сам это все сделать. Посетить ярмарку можно с 10 до 19 часов до 24 сентября. В программе также запланированы круглые столы, где эксперты поделятся своим опытом, а лучшие продукты примут участие в конкурсе качества. Завершится мероприятие традиционными конными скачками, которые пройдут на ипподроме Арктического государственного агротехнического университета. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск.
Далее о спорте. Завтра в сербском Белграде начнется розыгрыш наград чемпионата мира по вольной борьбе. Объединенный мир борьбы опубликовал состав российской команды вольников, которые на мировом турнире будут выступать под нейтральным флагом. Олимпийские чемпионы Токио Абдулрашид Садулаев, Заурбек Седоков и Заур Угоев возглавили команду. Более 200 борцов всех стилей из России и Беларуси прошли тщательную проверку анкетных данных и соцсетей. Из 235 имен 26 спортсменов не смогли получить разрешение на участие в чемпионате. Их имена не раскрываются. И в завершение о погоде. В выходные в большинстве районов Якутии погода будет облачной и дождливой. Местами возможен сильный снег. Порывы ветра в Нижнеленских, центральных, западных и Алданском районах будут достигать 15-20 метров в секунду. 17 и 18 сентября на севере и северо-востоке региона пройдет небольшой умеренный снег, мокрый снег. На западе, в центре, на юге небольшой умеренный дождь, мокрый снег. В Якутске ближайшей ночью дождь, днем временами слабые осадки, ветер юго-западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем возможны порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью +2, +4. Завтра днем +6, +8. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. На этом я с вами прощаюсь. Хороших выходных.